Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 9 по 15 марта 2020 года для козерогов. Посмотрим прогноз на колоде Таро и на колоде цыганские карты. Итак, основные события для козерогов на эту неделю. Выпадает карта десятка жезлов, любовь, отношения, работа, финансы и совет. Подсказки. Цыганская колода. 3 карты на отношения. 3 карты на работу. 2 карты на финансы. Для козерогов на эту неделю выпадает десятка жезлов. Карта говорит о том, что очень много дел вы на себя взвалили, и, скорее всего, даже не ваших, то есть чужие какие-то дела на вас. И, скорее всего, вам даже некогда отдохнуть, и вы, может быть, только ночью отдыхаете, отключаетесь от каких-то своих мыслей, обязанностей. То есть карта говорит о том, что это не очень хорошо, но десятка – это все-таки окончание цикла, результат. Скорее всего, у вас уже вот этот момент скоро закончится, да, вам станет легче. Десятка жезлов. Карта, знаете, астрологически связана с Сатурном в Стрельце. Сатурн – это всегда тяжело, это всегда как бы вклад такой очень сильный, это ответственность, это долг. Вот. А Стрелец – это все-таки продвижение, достижение цели. То есть вот для того, чтобы достичь целей, нам нужно все-таки трудиться. И трудиться тяжело, до конца доводить все ситуации. Да? То есть вот если мы это сделаем, то будет у нас очень большое вознаграждение, очень большой рывок вперед. И вот здесь вот на этой карте у нас изображен такой дом, да, вот вдалеке как цель. То есть дом – это смысл нашего как бы комфортного существования, нашей защиты. Когда у нас, в общем, все есть, когда мы как бы в тепле, когда у нас нет нужд никаких, в доме у нас предполагается есть семья, да, то есть все вот самые наши важные цели, планы и желания, они могут осуществиться только при том условии, что мы будем вкладываться как следует, да, ни в коем случае не нужно перекладывать свои обязанности на других, свою ответственность, но и чужие обязанности тоже на себя брать нельзя, потому что вот Сатурн, он тоже это не любит. Он любит, чтобы у каждого человека были свои обязанности, и если мы берем на себя чужие, другие, он нас же наказывает за то, что мы как бы вот не даем другому человеку развиваться. То есть подумайте, что вот у вас может быть связано с этой темой, дорогие козероги, и поправьте эту ситуацию, чтобы у вас жизнь улучшилась, облегчилась, чтобы вы могли легче достичь своих целей. Для отношений выпадает карта старшего аркана, отшельник. И здесь действительно, может быть, будет очень много работы у козерогов на этой неделе, что будет не до отношений. Либо вам нужно будет какое-то время побыть в уединении, либо вам нужно будет посоветоваться с каким-то человеком, вот именно о том, как вам строить отношения, как решать конфликты, как договариваться и так далее. То есть карта у нас связана с Меркурием, но Меркурий здесь в Деве, да, то есть Дева – это когда у нас есть обязанность, долг перед близким человеком. То есть у нас есть Меркурий просто как общение, там у нас без обязательств, да, а есть вот Меркурий, это у нас в Близнецах так происходит. А вот в Деве Меркурий, он наоборот как обязанности, да, то есть мы служим другому человеку, да, мы что-то делаем для него и так далее. Вот. И здесь вот у нас должны вот эти вопросы проясниться, вопросы ответственности в отношениях. Что-то здесь не так. Либо один из партнеров безответственно себя ведет, либо один из партнеров слишком много на себя берет и так далее. То есть, ну вот как бы проблемы ответственности могут возникать. И кроме того, слишком большая загруженность делами и некогда, нет времени на отношения совсем. Для тех козерогов, которые в поиске партнера, тройка трефовая,
говорит о том, что, скорее всего, партнера вы пока не найдете вот именно определенного какого-то, но вы можете познакомиться с разными людьми, да, то есть у вас тут хорошее общение, у вас здесь все равно как-то выход из той зоны, которая была раньше, да, то есть вы, допустим, были вне отношений, то есть вы были без отношений. И вот сейчас есть возможность знакомиться, выходить как-то вот из одиночества, да, то есть если это еще не тот человек, прям который вам нужен, но вот знакомиться нужно, и уже для вас это возможность роста, то есть вот эти люди новые, с которыми вы знакомитесь, они вас могут привести к тому человеку, которого вы так ищете, то есть это как промежуточный такой этап. Для тех, кто в паре, валет червовый, романтика, любовь, возобновление как бы таких чувств, которые были вот в самом начале, да, то есть здесь действительно не только, вот здесь у нас обязанность и чувства, да, здесь они могут быть в конфликте. То есть, может быть, вас человек очень любит, но он не любит брать на себя ответственность, да, и вот, несмотря на то, что у вас, допустим, такие там хорошие отношения в плане там сексуальности, да, либо просто у вас хорошая совместимость, вы чувствуете, что любите этого человека, он любит вас, да, но вот об обязанностях вы никак не можете договориться, или, допустим, вы слишком много на себя берете, он мало на себя берет, и вот здесь вот нужно вот такую вот как бы отрегулировать эту ситуацию, то есть вот эта карта у нас отвечает за Венеру, да, вот, а Венера это брак. Может быть, нужно о браке договориться. Может быть, вы долгое время в отношениях, да, а о браке до сих пор не договорились. То есть не взяли на себя ответственность. Может быть, вы хотите, чтобы вам было просто комфортней, да, потому что вы понимаете, что пока партнер не взял на себя вот какую-то ответственность, он не чувствует перед вами, ну, как, может быть, несерьезно воспринимает ваши отношения настолько, вот насколько вы бы хотели. Для тех, у кого ссора, десятка червовая, говорит о том, что можно помириться. И это как раз вот карта дружбы, да. Но, знаете, если вы хотите как-то слишком быстро форсировать события, то не нужно. То есть нужно сначала просто помириться, побеседовать, поговорить обо всем, да, чтобы почувствовать такую близость сначала вот душевную, а потом уже тогда решать, как вам дальше быть. Для работы выпадает у нас двойка пентаклей. Карта говорит о том, что здесь как бы ситуация может быть нестабильная, да, то хорошо, то плохо. Кроме того, это у нас карта, она астрологически связана с Юпитером в Тельце. Телец – деньги, наши ценности, Юпитер – удача, да. То есть получается так, что мы как бы ловим удачу, именно в деньги ее привлекаем. И эта карта говорит о том, что нужно быть полезным в вашей деятельности для того, чтобы были деньги. Нужно выходить за пределы возможностей, нужно учиться новому, да, углублять как-то свои знания, и тогда будет успех в деньгах. Для тех, кто в поиске работы, здесь туз пиковой, карта говорит о том, что, может быть, на этой неделе пока еще рано, либо вы можете найти работу на дому, удаленную, рядом с домом, что-то такое. Вот дом у нас как центр такой получается, да. Кроме того, здесь вот могут быть еще какие-то неясности. То есть, если не этот вариант, да, то могут быть какие-то неясности. То есть, вы, допустим, там рассылаете резюме, может быть, ищете, советуетесь, там спрашиваете помощи, но пока ничего, то есть информации пока не прояснилось. Для тех, кто работает, двойка червовая выпадает, вот две двойки, да, это коллектив, это общение с глазу на глаз, это общение, когда мы привыкаем работать в коллективе и привыкаем к общей ответственности. Когда вот наша ответственность, наш вклад очень большое значение имеет для всех, да, то есть вот здесь вот нужна такая вот привычка. Но в принципе мы здесь удовлетворены, нас принимают в коллективе, либо мы можем сделать так, чтобы нас приняли, да. И вот мало того, что мы как бы учимся зарабатывать деньги, но еще и нам комфортно это делать, да, то есть в принципе эта неделя очень приятная, хоть она и как бы неделя
как приспособление, что ли, какого-то, да, может быть, это новое место работы, вы приспосабливаетесь, либо, может быть, ну, какая-то перемена, может быть, просто учитесь чему-то новому, по-новому как-то зарабатывать. И вот здесь такой момент. Для тех, у кого свое дело, восьмерка бубновая говорит о том, что для вас вот открываются новые возможности. Либо второе направление вы открываете, либо вы можете как бы вдвое увеличить свои финансы, свои возможности в финансах, да, в зарабатывании денег. Но здесь вот действительно что-то для вас очень такое важное, серьезное открывается. Замечательная карта. Говорит о том, что сама судьба вам идет навстречу и дает вам новые возможности, новых людей, открывает перед вами все двери. Если вы решаете вопросы какие-то там с регистрацией, с какими-то бумагами, да, все у вас тут идет замечательно. Находите поддержку во всем, и вот все стараются вам помочь. Если, допустим, это не так, то тогда просто обращаться нужно к людям. Да? Тут же двойка у нас, контакт. Теперь финансы. Для козерогов на эту неделю выпадает у нас четверка чаш. Карта говорит о том, что в финансах могут быть подарки и может быть даже отпуск, да, у кого-то, может быть, отпускные кому-то заплатят. И здесь вот у нас карта, связанная с какими-то сложностями все-таки в финансах, либо они были и на этой неделе закончатся, либо вот то, что вам выплачивают, все-таки вас не устраивает, и вы думаете о том, где бы еще заработать деньги. Может быть, еще что-то дополнительно начать, может быть, дома еще чем-то заниматься, может быть, вообще менять работу. То есть вот у вас какое-то здесь вот неудовлетворение немножко есть, да, все-таки чувствуете, что вам недостаточно средств для того, чтобы на все хватало. Может быть, кстати, тут выплаты по кредиту, по недвижимости, по ипотеке, да, они, может быть, очень много съедают, и вот вы думаете, где дополнительно взять денежек. Теперь у нас для тех финансы, кто своим делом занимается, шестерка дрейфовая говорит о том, что вы можете сами перекрыть себе поток, перекрыть себе возможность зарабатывать. Каким способом? Тем, что отказываетесь от предложений, тем, что не сотрудничаете с другими людьми, тем, что привыкли вот делать что-то одно, вот то, что уже один раз попробовали, у вас работает, да, вот вы привыкли это делать. Но у вас, вот карты говорят, что на этой неделе вы можете от какой-то возможности отказаться, которая дала бы вам большую прибыль. То есть обратите внимание на это. Скорее всего, будет Вселенная вам об этом говорить. У вас тут рядом, тем более, карта ангела-хранителя, да. Здесь у вас собака, то есть это люди, которые к вам хорошо относятся, которые вам верны, преданные, желают вам добра, да. То есть вот через них может приходить тоже, от семьи может приходить предложение, ну и так далее. То есть обращайте внимание, если какие-то предложения о делах, о деньгах будут, то вот нужно соглашаться. Совет для козерогов на эту неделю выпадает карта старший аркан умеренность. Карта говорит о том, что нужно выходить на новые рубежи, на новые горизонты, нужно знакомиться с новыми людьми, осваивать новые земли, новые направления, нужно учиться, если это необходимо. То есть вот карта перемен. Но мы должны делать все осознанно, мы должны вот, допустим, нам хочется там за месяц удвоить доход. Мы должны увеличить, ну, умножить на 2, да, то есть дать себе 2 месяца. То есть вот здесь вот все нужно обязательно, ну, как бы в меру делать, да. Ну и, конечно же, это касается отношений, да, то есть если вы берете на себя слишком много ответственности, обязанностей в отношениях в семье, то нужно разделить их пополам. Друзья, прекрасной недели вам желаю, всего вам доброго, до новых встреч.